Рахмон поддержал Лукашенко. Китай проводит медицинские эксперименты на уйгурах. Узбекистан. В Черчике за ношение хиджаба возбудили уголовное дело. Президент Таджикистана на фоне происходящих в Беларуси акций народного протеста против Лукашенко тепло поздравил своего белорусского коллегу Александра с днем рождения. Ему исполнилось 66 лет. В ходе телефонного разговора, который состоялся 31 августа, президент Рахмон вдохновил и поддержал своего коллегу. Примечательно, что некоторые европейские страны не признали итоги выборов и легитимность Лукашенко. Где-то даже были введены персональные санкции. В национальном масштабе этой проблемы, то ни одно из требований протестующих ни о прекращении насилия, ни о выпуске всех политических заключенных, ни о начале переговоров с протестующими, ни о процедуре назначения новых выборов, ничего из этого не... Эксперты отмечают, что Лукашенко, как и Рахмон, является сегодня одним из немногих лидеров стран постсоветского пространства, которые решили оставаться у власти до конца своей жизни, как это уже произошло с бывшим президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Как только они окажутся неудел, многострадальные народы этих стран обязательно призовут их к ответу за все бесчинства, что они творили на протяжении своего правления, и расплата будет очень жестокой. Мы видели, как некоторые народы, восставшие против своих правителей-тиранов, расправились с ними, и это является одной из причин того, что авторитарные режимы подавляют всяческое проявление инакомыслия, вплоть до физического устранения своих оппонентов, будь то политики или независимые активисты, или же журналисты, заявил на условиях анонимности один из таджикских политологов. На оккупированной территории в Восточном Туркестане, Синьцзяне, китайские власти борются с коронавирусом, запирая людей в домах на 40 дней и опрыскивая задержанных кислотным дезинфицирующим средством. Об этом сообщает Associated Press. Associated Press, основываясь на правительственных уведомлениях, сообщениях в социальных сетях и интервью с 3 находящимися на карантине в Синьцзяне людьми, рассказывает, как некоторых жителей принуждают принимать средства традиционной китайской медицины, несмотря на отсутствие строгих клинических данных, подтверждающих их эффективность. In sum, this new evidence is reflective not only of what we may call demographic genocide, which is not a legal term, it's kind of a made-up concoction, I guess. Эксперты называют происходящее нарушением медицинской этики. Также местная жительница уйгурка рассказала Associated Press, что после задержания в разгар вспышки коронавируса в Китае ее заставляли пить лекарство, от которого она чувствовала слабость и тошноту. По ее словам, ей и другим в ее камере раз в неделю приходилось раздеваться догола, поскольку охранники поливали их камеры дезинфицирующим средством. 30 августа в узбекском сегменте соцсетей появилось видеообращение, адресованное президенту Узбекистана Мирзияеву от жительницы города Черчика, Ташкентской области, матери-одиночки, на попечении которой 3 несовершеннолетних детей. На видео женщина рассказывает о том, как стала жертвой сотрудников МВД, ИИБ и СГБ, ДХХ, лишь за то, что носила исламское одеяние. Гулбахор, так зовут пострадавшую от рук силовиков женщину, в подробностях рассказывает, как обманным путем сотрудники правоохранительных органов под видом покупателей недвижимости проникли в ее жилище. Затем, без представления каких-либо оснований, дающих право на обыск жилья, силовики провели у нее обыск, забрали все имеющиеся дома мобильные телефоны, принадлежащие Гулбахор и ее детям. Далее силовики заявили Гулбахор, что она и ее старшая дочь задержаны и должны проехать с ними. На просьбу дать ей переодеться в другой комнате, один из сотрудников в милицейской форме ответил, чтобы она переодевалась в их присутствии, и если он того захочет, то женщина даже нижнее белье свое будет менять в его присутствии. После прибытия в местное управление милиции Гулбахор и ее 17-летнюю дочь поместили в разные помещения для допроса. Сотрудники МВД требовали
у Гулбахор предоставить им доступ к содержимому изъятых телефонов. Женщина указала, что если силовики предоставят ей какой-либо документ, дающий право на изучение содержимого телефонов, то она разблокирует телефон. В противном случае все их требования являются незаконными. После долгих и безрезультативных угроз, запугиваний и обвинений, Гулбахор в связях с так называемыми экстремистскими террористическими группировками ее повели в подвал управления и держали там в одной из грязных камер в нечеловеческих условиях содержания. В свою очередь, для оправдания действий своих сотрудников МВД и ИБ опубликовала заявление, в котором произошедшее представляется как спецоперация сотрудников отдела по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом. На данный момент после публикации видеообращения несколько независимых узбекских блогеров и активистов начали деятельность по оказанию помощи Гулбахор. Также пользователи соцсетей высказывают свое осуждение действиям силовиков в отношении беззащитной женщины, матери-одиночки, лишь за то, что она носила хиджаб, совершала намаз и пыталась изучать свою религию посредством лекций независимых исламских богословов. Ular aytdilarki, kerak bo'lsa mani oldimda tursigingni ham kiyasan, hech qayerga kirmaysan ham, hech qanaqa kiyim kiymaysan dedilar. Men aytdim, men kiyinib chiqay.